Я думаю, иначе первая книга Самвела Карапетяна – это рассказ в одну главу. Патриотическое произведение автор посвятил человеку, который изменил судьбу абхазского народа, Владиславу Ардзинба. Это произведение, в котором главный герой становится настоящим проводником читателя по своим воспоминаниям, радостям и печалям. Его жизненный опыт проливает свет на многие аспекты жизни в этом уголке мира, раскрывая важность прожитых лет. На мой взгляд, я не литератор, я не критик, конечно, но как читатель мне показалось, что это гармонично перетекает из одной истории к другому. Поначалу я, правда, подумала, почему эта история, которую мы знаем и в учебниках написана, зачем начинать с этого как-то вот. Такой вопрос возник у меня. Но потом, когда я углубилась в чтение, я поменяла свое мнение. Тем более, что эта книга посвящена Владиславу Григорьевичу Ардзинбу, первому президенту Республики Абхазия, подвиг которого должен помнить, передавать из уст в уста, из поколения в поколение каждый уважающий себя гражданин Абхазии. Поддержать автора пришли его коллеги, друзья, депутаты парламента, представители духовенства и общественности. Для многих из них книга несет национальный характер. Сам автор Самвел Карапетян признается, что не претендует на звание писателя. Рассказ был написан по воле души после событий 2008 года. События 2008 года, нападение грузинских войск на Южную Осетию, именно эти события и признание Российской Федерации независимости Республики Абхазия побудили меня написать эту книгу. Точнее, я написал в этот же день, написал первую и последнюю главу данной книги. Точнее, я потом уже разделил ее на первую и последнюю, но первая и последняя глава была написана 26 августа 2008 года. Признание независимости Республики Абхазия в 2008 году впечатлили молодого автора. Не получилось только словами радости передать свои впечатления, говорит Самвел. Еще тогда, взяв ручку, он начал записывать то, чем сегодня может гордиться. В тот момент и мне тоже хотелось кричать, но почему-то мне показалось, что этого недостаточно. Мне не показалось, так оно и было. Мне этого было недостаточно для того, чтобы выплеснуть все эмоции, которые были во мне в тот момент. Я взял ручку, бумагу, сел за стол и написал первую и последнюю главу данного рассказа. Я думаю, иначе произведение, которое заставляет задуматься не только о ценности моментов, о том, каким образом прошлое формирует настоящее. Книга вдохновляет задуматься о жизни и любви, утраченном времени, о том, какой мы след оставляем в этом мире. Ульяна Рожкова, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.